Я тоже хочу поделиться своими впечатлениями про Абхазию. Тем более у меня еще, как говорится, свежо предание. Мы ездили прошлым летом, еще не прошло года. Первое, что нам посоветовали взять с собой, это огромное количество лекарств. От кишечной палочки, от ротавируса. Короче, я набрала с собой смекты, цирукала, энтеросгель, который я ела просто даже для профилактики. И ужасная тошнота преследовала меня всю поездку. У мужа он вроде держался, но несмотря на то, что он тоже пил лекарства, в концу все-таки прорвало эту яму. Нам советовали выпить там кока-колы, которая тоже помогает, типа обеззараживает и так далее. Но это вообще ненормально. То есть я ехала со страхом, простите за выражение, обосраться в отпуске. И уже дома начала пить этот энтеросгель. И когда я приехала, я там его пила 3 раза в день на всякий случай. И не зря. У меня весь отпуск, знаете, как будто меня держали за пупок. Ощущения были не самые приятные. Ладно, слава богу. Значит, но, опять же, мужу не повезло, да, его в конце прорвало, и, получается, в самолете ехали спокойно, его ничего не беспокоило. Мы очень переживали за самолет, там тоже вечная очередь, а у нас был огромнейший Боинг на 400 человек. Но, слава богу, в этом плане все нормально. Я все вспоминаю вот эту ситуацию, когда мы приехали на пасеку, и там был такой фонтанчик симпатичный. Я хотела возле него сфотографироваться, но вижу такую картину. Мама с 2 детьми. Я понимаю, мамочка, детки, которые блюют прямо возле этого фонтанчика. Они потом в этом фонтанчике моют руки. Господи, боже мой, я со своим энтеросгелем в кармане. Думаю, упаси Господь, а потом в маршрутке едешь, эти дети, господи, боишься там что-то трогать, что это все подхватится. Экскурсии это вообще отдельная тема для разговора, об этом можно видео записывать и записывать. Я не говорю про набережную, которой там нет практически. Мы были именно в Гаграх. У нас, получается, был небольшой отельчик, который был прям у моря, но у моря и разваленная просто вот эта набережная, я не знаю в каком состоянии. Да, мы вышли, мы сразу на море, если на это внимание не обращать, то как бы ладно. Я была на море 2-й раз, 1 раз мы там 100 лет назад были в Сочи, нас родители отправляли с группой подростков под присмотром, там все дела. Ну, мы там особо ничего не поняли, а тут мы уже более осознанно ехали. Муж вообще ни разу не видел море, и как бы все вот эти нюансы, да, там набережная, не набережная, там коровы, ходящие по улицам, они как бы меня не напрягали. Во-первых, я сама выросла из деревни, да, и как бы и мне сами виды, само море, вот это меня все, конечно, очень впечатлило. Но есть одно вот такие маленькие но. Тоже запомнилось мне очень сильно, и было как-то неприятно, когда нас после экскурсии, мы ездили в этот день на Риццу, по-моему, если я не ошибаюсь. Про Риццу тоже сейчас расскажу. Значит, после экскурсии нас завезли в кафе, прям загнали как баранов туда, что вы должны именно тут поесть, должны, обязаны, и опять еще только наличными можно оплачивать. Значит, цены просто дичайшие. Мы с мужем ничего не взяли. Что-то там немножко риса, котлетка, и что-то там вообще ничего не было на тарелках. Мы отдали 2000 рублей. Вот нас как баранов туда загнали, взяли с нас эти бешеные деньги. Мы как дураки. Я даже толком ничего не поела. И нахрена вообще все это было? Мы так и не поняли. Ну как, понятно, что обдираловка, чтобы заработать бабло. Когда нас привезли на озеро Рица, то есть вообще все экскурсии заключаются в том, чтобы вас просто куда-то везут, вы едете, потом там привезли вас на пасеку, вам там впаривают мед, вас привезли где производят вино, вам впаривают вино, то есть вся экскурсия заключается в том, что вас просто куда-то тупо огромное количество времени везут, чтобы потом что-то впарить, и по сути дела вы ничего так и не видите, кроме пробегающих мимо коров по дороге. Привезли нас, короче, на озеро Рица, я не знаю, дали нам полчаса, мы ничего там не успели, ни посмотреть, ни увидеть, толком поесть не успели. Там еще нам этот официант нахамил, потому что, оказывается, у них тут в кафе только наличные, а у нас только карты. И вот он ходил, прям вот психовал, вот прям дергался на нас, что ему там пришлось где-то какую-то там, не знаю, эту абхазскую, не абхазскую-то карту там просить, кому-то, чтобы мы это перевели. То есть мы уже неприятно. И потом мы так торопились, а хотели мороженого поесть, а нам надо уже бежать на этот автобус. Мы еще озеро толком не увидели. Вот мне подружка недавно писала, Лена, мы, значит, хотим поехать в Гагру, скажи нам, куда можно там сходить? Я говорю, блядь, никуда. Никуда там нельзя сходить, там ничего нету. Там есть отельчики, палатки сувенирные, да, там где там выпечка продается, вино, ну там их много-много.
Море, горы, все. Там нет ничего, там некуда сходить. Там есть вот этот вот знаменитый ресторан, до которого мы просто прогулялись. Но мне сразу предупредили: Лена, туда не ходи. Вы сходите, пообедаете, просто пообедаете. Не как мы пообедали, там, куда нас загнали, как баранов, по 2000 рублей отдали, а на 12-15 тысяч просто пообедаете. В отельчике, в котором мы жили, да, у нас был такой супербюджетный отельчик, комната, 2 кровати, тумбочка, телевизор, туалет с душем, как бы все, что как бы нужно по минимуму. Но мы, получается, там были сколько, неделю-полторы, у нас ни разу не убирали, к нам ни разу не заходили. Когда мы все это дело сдали, они даже не пошли проверять. Ой, что вы там сломали, что ли, что-нибудь, даже не пойдем проверять. То есть вот так вот. Что мне понравилось больше всего и что на меня произвело огромное впечатление, это единственная поездка была, как он называется, я не помню правильно, Новый Афон, по-моему, что-то, куда мы ездили вот в эти пещеры, на такой мини-метро. Вот это мне очень понравилось. И женщина, которая экскурсовод там, господи, это что-то невероятное. Как приятно было ее слушать, как она приятно рассказывала. Вот этот голос, само вот это пространство, вот это все, что меня очень и очень сильно впечатлило. И что я запомнила больше всего. У меня подружка спрашивала, взять ли сыну с собой самокат, есть ли там тротуары. Когда мы там были, тротуары были частично. То есть их где-то не было, где-то они были в процессе стройки, где-то заброшенные, гнащие, как сумасшедшие, вот эти бесконечные «Жигули», которые невозможно дорогу перейти. Это был ужас. Один раз мы решили сходить на рынок. Нам посоветовали, что это тоже как достопримечательность в Гаграх, вот этот их местный рынок. Мы, значит, поехали. Господи, мы сначала не могли разобраться, как там вообще маршрутку поймать. Потом как-то чуть ли мы в нее не прыгнули туда, потому что они как бешено никого не ждут. И они, наверное, видимо, не особо садят туда других туристов. Да, они, видимо, для работы, может быть, там у них вообще изначально нужны. Вот мы там как-то запрыгнули. Господи, откопала где-то там какие-то у себя наличные, чтобы хоть как-то заплатить, чтобы хоть как-то доехать. Обратно мы уже вызвали такси. То есть там стоял таксист, он был русский дядька, мужик, мы просто вот сели и тоже что-то какие-то бешеные деньги заплатили, чтобы он нас довез до нашего отеля, потому что, ну, пешком мы просто дорогу бы сами не нашли. Боже мой, а как мы нарвались на этих... Мы были первый раз, да, и не знали, что с таким можно столкнуться, нарвались на этих, на цыган. Цыгане-мошенники, значит, там навязывают узлы, тебе красной ниточкой, желают тебе всего хорошего, значит, вот тебе за счастье, вот тебе за дочку, вот тебе за сына, там узлы навязывает это бесконечное количество тебе и мужу. И потом в конце говорит, вот, мол, сколько не жалко, типа там за каждый узелочек там дайте денег. Ну я, что, думаю, ребенок маленький, да, думаю, дам 500 рублей. Ну 500 рублей, извините меня, просто так прохожему, ни за что, за какую-то, блядь, веревочку, которую мне там навязали. Вы что, какие 500 рублей? Да каждый узелок не меньше 1000. Каждый узелочек не меньше 1000. Он мне их там навязал, хреново тучу этих узелков. Вы что, прикалываетесь, что ли? Короче, он нас еще матом покрыл, что мы уроды, дебилы и прочее. Мы потом еще эти веревки, блядь, срезали 3 часа. Несмотря на то, что у нас, у всей семьи, у меня, у детей, у мужа есть заграничные паспорта, мы решили первый раз поехать именно в Абхазию, потому что, ну, как-то страшно было ехать первый раз за границу, да, лететь там на самолетах туда-сюда. Мы решили, что, ну, попробуем, начнем с малого, да, попробуем с Абхазии, что попроще, да, хотя по деньгам не скажу, что я там, что у нас там это вышло как-то дешево, да, или там это какой-то бюджетный курорт, нет, нифига, то есть у нас тоже там вышло нормально, особенно с этими экскурсиями, которые тоже стоят. То есть там вот эта вот разводиловка с этими экскурсиями тоже прям бесила. Вот, а если мы сейчас заедем еще туда, если вы скинетесь по 500 рублей, если вы еще доплатите 500 рублей, а если вы еще заплатите 500 рублей, то мы еще там на гору заедем, то есть... Помимо того, что сама экскурсия там стоит, там, грубо говоря, 1000 рублей или 2000 рублей там, с человека, то есть вы еще там туда доплатите, а если нам еще заехать там дача Сталина или Ленина, чья там дача стоит, то еще 500 рублей. И вот так вот вы едете, то есть
Мы едем на экскурсию, мы заплатили 2000 рублей. Что начинается опять? Вы заедете туда, там это надо доплатить, это доплатить. Ну, короче, это просто вот реально вот сбор был денег. Экскурсии вообще были все ни о чем. Все. Хотя нас должны были там на водопад завести. Там эти женские слезы, мужские слезы. Мы просто вот так вот мимо проехали, просто вот посмотрели на эти. Ну, все равно мы первый раз, нам хотелось